Святая гора Афон, полуостров на севере Греции, на протяжении веков служивший прибежищем для монахов и отшельников. От внешнего мира их здесь отделяют море и высокие горы. Местное население – только мужчины, монахи и послушники, для которых смыслом жизни стало служение Богу. Страна иноков уникальна. Хотя Афон и находится на территории Греции, это фактически самостоятельное государство. Здесь действует собственное законодательство, устав Святой горы. Все важные решения принимает протат, парламент, верховный орган монашеской республики. И даже действующий календарь тут не григорианский, а юлианский. Путешествие на Афон начинается здесь, в Уранополисе, маленьком портовом городе, откуда отправляются корабли и катера в различные монастыри Святой горы. Для того, чтобы попасть на Афон, недостаточно шенгенской визы. Нужно еще получить вот такой документ, он называется диамонитирион, то есть разрешение на пребывание на Афоне. С этим документом вы можете путешествовать по афонским монастырям в течение 4 дней, а если необходимо его продлить, то это делается в одном из монастырей по благословению игумена. Из Уранополиса все катера следуют в порт Дафни, где находится таможня. Оттуда паломники обычно отправляются в Корею, столицу Афона. В небольшом городке есть своя почта, банк, автобусная станция, магазинчики, кафе, но нет никакой суеты. Жизнь здесь течет размеренно и чинно. Право на независимость святогорцы получили еще в 676 году. Полуостров в вечную собственность монахам передал византийский император Константин Паганат, а в IX веке Василий I объявил Афон монашеской автономией. Наша первая остановка будет в монастыре Дахиарио. Это один из 17 греческих монастырей Святой горы Афон. Всего на Афоне 20 монастырей, из них 3 являются не греческими. Это русский Пантелеимонов, болгарский Заграф и сербский Хиландар. Дахиарио – один из самых древних монастырей Афона. Он был основан в X веке на месте пристани Дафни. Но из-за частых набегов пиратов обитель перенесли поближе к Уранополису. Высокие монастырские стены, брусчатка на узких улочках. Облик Дахиара и сегодня напоминает средневековый город. За хозяйством следят необычные смотрители – кошки. Они защищают монастырские постройки от грызунов. Не так давно в обители появился еще один питомец – косуля. Его маму в лесу застрелили браконьеры. И чтобы спасти сироту, монахи взяли олененка к себе. Главный храм обители освящен в честь архангелов Михаила и Гавриила. По преданию, именно они в 1299 году спасли иноков монастыря. Дело в том, что сначала здесь пили воду, которая поступала в обитель издалека по открытым желобам. По пути она нагревалась и становилась негодной. Иноки из-за этого стали сильно болеть. И вот ангелы даровали Дахиару святой источник. И его вода быстро поставила страдальцев на ноги. Главная святыня обители – чудотворная X века икона Скоропослушницы. Этот образ Богородицы хорошо известен в России, поскольку довольно часто больные или их близкие молятся перед ним Божией Матери, и очень скоро, о чем говорит название иконы, получают исцеление. При постриге монах дает 3 обета – послушание, нестяжание и целомудрие.
Каждый монах находится в послушании у игумена. Причем у афонских монахов это послушание должно быть абсолютным. Полное отсечение своей воли перед старшим. Таков подвиг афонского монаха. Через это монах научается тому, чтобы не жить по своей воле, чтобы воспринимать волю Божию как основное руководство к жизни. Нестяжание означает, что у монаха не должно быть ничего, чтобы он считал своим. Могут быть лишь какие-то личные принадлежности в его келье. А целомудрие – это не просто отсутствие сексуальной жизни, не просто отсутствие семьи. Целомудрие – это та целостная мудрость, которая помогает монаху воспринимать всю свою жизнь как предстояние Богу, как хождение перед Богом в библейском смысле этого выражения. Когда иду продавать рукоделие, волнуюсь. Продам, не продам. А выхожу из кельи и продаю все. А потом у тебя еще просят. Это чудо. У нас на Афоне говорят, что именно Божия Матерь продает монашеское рукоделие. Вы ни разу не слышали? Положи вниз рукоделие, и пусть его продаст Божия Матерь. Дипломированный богослов и преподаватель византийского пения, отец Христодул зарабатывает на жизнь плетением четок. Скромная выручка от их продажи покрывает все его расходы. Но четки – товар не самый ходовой, и рассчитывать ему приходится только на помощь Божию. Пресвятая Богородица – игуменья Афонской горы. По преданию, она ступила на Афон в том месте, где в X веке был построен другой афонский монастырь – Иверский. Обитель была основана в X веке грузинами, а сейчас принадлежит грекам. Этой знаменитой обители суждено было принять к себе одну из самых почитаемых в мире икон – Иверскую. Считается, что этот образ был написан еще при жизни Богородицы евангелистом Лукой. Многие афонские монастыри выглядят как неприступные крепости. И это связано с тем, что на протяжении веков Афон подвергался набегам пиратов, крестоносцев, арабов, турок. И монахи считали необходимым защитить свои жизни, а также защитить жизни тех многочисленных паломников, которые пребывали в афонские монастыри. Одним из самых трудных для Афона был период турецкого владычества. В это время многие монастыри опустели. Временем тяжелых испытаний стал и XX век. Многие обители тогда оказались на грани выживания. В некоторых из них оставалось по 2-3 монаха преклонного возраста. Казалось, что дни монашеской республики сочтены. На Афоне помнят о неустанных молитвах старца Емелиана, настоятеля монастыря Симона Петра. Он каждый день просил покровителя обители, святого Симона, послать сюда хотя бы 5 молодых иноков. И когда мы прибыли впоследствии, он был очень рад. И снова пришел к иконе преподобного Симона со словами: «Благодарю тебя, преподобный. Я просил тебя 5 человек, ты мне 40 прислал. Это слишком, говорит, много». Возрождение афонских монастырей началось в 70-е, 80-е годы. Обители наполнились молодежью, начали восстанавливаться храмы. Сейчас в большинстве монастырей Святой горы есть электричество, горячая вода, отопление. И трудно поверить, что еще 30 лет назад святогорцы обходились без всех этих благ цивилизации. Вообще монахи очень технически продвинутые люди. И часто внедряют всякие новинки, которые только еще появляются. Можно сказать, живут по последнему слову техники. В монастырях сейчас есть даже интернет. И монахи пользуются мобильными телефонами. Кстати, я впервые узнал о существовании такого предмета, как мобильный телефон, именно на Афоне 20 лет назад.
Одним из известных святогорцев был и основатель русского монашества, преподобный Антоний Печерский. Здесь он принял постриг и, прожив несколько лет в Афонском монастыре, вернулся на родину. Как повествует житие, Антонию было велено: «Иди обратно в русскую землю, пусть и там живущие через тебя преуспевают и утверждаются в вере христианской. Да будет с тобою благословение Святой горы». Миссионерский подвиг уже в 21 веке суждено было совершить нынешнему митрополиту Центральной Африки Никифору. 33 года он прожил на Афоне, был преподавателем, а затем ректором Афонской академии. О сане епископа и не думал, и в Африку поехал совсем с другой целью – помочь открыть семинарию, составить устав и расписание для нового учебного заведения. Но вскоре Никифора назначили главой Центральноафриканской епархии. Африка – это континент, который сегодня интенсивно ищет правую веру, ищет Христа. Мы видим большую духовную жажду. Африка – это еще и сложные климатические условия, отсутствие дорог и, казалось бы, непреодолимый языковой барьер. В епархии говорят на 237 диалектах. Преодолеть эти трудности помогает неразрывная связь с Афоном. Лампе, чтобы зажечься, нужен провод, включенный в розетку. Точно так же и я. Если нет частого общения со Святой горой, я чувствую, что мой внутренний свет не может загореться. Нельзя светить, когда твои батарейки сели. Трудиться на поприще миссии, тем более в таких тяжелых условиях, можно только при непосредственном общении со своим старцем и с Афоном. В противном случае ничего не выйдет. На Святую гору людей влечет особая, непостижимая сила. В каждом поколении находятся люди, которые, не чувствуя удовлетворения от мирской жизни, стремятся покинуть мир. Благодать Божия приводит их в монашеские общины, в том числе афонские. Именно здесь, в ночных бдениях, за долгими богослужениями, молитвами за весь мир, иноки находят свое подлинное внутреннее счастье. Сердцевиной монашеской жизни является то, что монахи называют умным деланием. Умное делание – это Иисусова молитва, то есть произнесение про себя молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Но это не просто какое-то автоматическое чтение формулы или мантры. Это постоянная память об Иисусе Христе как основателе и основании монашеской жизни. Отец Иосиф за 30 лет помог поднять из руин несколько монастырей. Сейчас при келье Святой Троицы он строит странноприимный дом, гостиницу для паломников, которые приезжают сюда из разных стран. Когда мы слышим слово «келья», мы представляем небольшую комнату. На Афоне келья – это небольшой монастырский комплекс, который включает в себя церковь, несколько строений, прилегающих к церкви. И вот отец Иосиф – это один из келиотов, которые проживают на Афонской горе. В келье может проживать от 1 до 6 монахов. Устав здесь еще строже, чем в монастыре. Каждый инок находится под пристальным присмотром старца-наставника. В келье намного больше работы. То есть, если в монастыре послушание распределяется между братьями, то в келье монахи обычно делают и рукоделие, без которого они не могут существовать, и огороды, и готовить надо, и, естественно, службы служить. Вот. Поэтому в келье должны быть люди более, может быть, даже и физически развитые,
Ну, естественно, должны иметь больше настойчивости и твердости. Паломники редко посещают кельи, в основном монастыри. Прежде всего, чтобы приложиться к хранящимся там святыням. Когда паломники приходят в монастырь, их принято приглашать в архандарик, специальное место для приема гостей. Во время короткого отдыха предлагают традиционные угощения – кофе, лукум, а также уза – анисовая водка. Она быстро восстанавливает силы. Поток паломников на Святую Гору растет с каждым годом, но приехать могут, конечно, далеко не все. Именно поэтому Протат разрешает иногда выносить особо почитаемые реликвии со Святой горы в мир на поклонение. Так из монастыря Ватопед в Россию был принесен пояс Божией Матери. Святыня находилась у нас в течение месяца, и за это время она совершила путешествие по 11 городам, от Калининграда до Владивостока. Более 3 миллионов человек поклонились святыне. В монастыре Святого Павла хранится еще одна святыня – дары волхвов – золото, ладан и смирна. Восточные маги, увидев на небе звезду, знак рождения Христа, отправились в Вифлеем и поднесли эти дары младенцу Иисусу. 1000 лет они хранились в Константинополе, а после его падения мать Махмуда Завоевателя, сербская княжна Мара Георгиевна, передала реликвию на Афон. По образцу евангельского ладана на Святой горе испокон веков производят свой, афонский, считающийся лучшим. Смолу измельчают, превращая ее в порошок, добавляют немного воды и натуральные ароматические масла. Из этих ингредиентов и получается ладан. Полностью он будет готов через 2 недели. Затем благовония развезут по разным уголкам православного мира. Добраться до афонских монастырей порой очень непросто. Так монастырь Симона Петра построен на краю отвесной скалы и возвышается над морем на высоте 330 метров. В конце XIX века этот монастырь горел и после пожара реставрировался. В реставрации монастыря принимали участие многие русские благотворители, в том числе прадед святейшего патриарха Кирилла. Нам предстоит взобраться в этот монастырь пешком. Это очень трудное восхождение по горной тропе, длится оно около 45 минут. Основатель обители, преподобный Симон, оставил братьям завет. Монастырь не пострадает ни от набегов пиратов, ни от землетрясения, а вот на пожары стоит обратить особое внимание. И действительно, пожары здесь случались несколько раз и приводили к серьезным разрушениям. Последний пожар в монастыре случился в 1891 году. После пожара монастырь был восстановлен на средства из России. Это было при старце Неофите. Отец Неофит собирал средства в России 4 года. Во время поездки ему довелось лично познакомиться с Иоанном Кронштадтским.
И сейчас на молебнах в Симона-Петре первым всегда поминают этого русского святого. Богослужения на Афоне очень продолжительные. Монахи молятся в храме преимущественно в ночное время, когда ничто не отвлекает разум и сердце от беседы с Богом. На сон отводится не больше 4 часов. Будни афонского монаха – это молитва и послушание. Многие иноки Святой горы доживают до глубокой старости. В костнице монастыря Симона Петра хранится около 2000 черепов и костей монахов, которые жили в этом монастыре в течение более 600 лет. Когда афонский монах умирает, его закапывают в землю ненадолго, на несколько лет. Потом кости его откапывают. И есть такое предание, что если тело полностью истлело и кости желтые и сухие, то значит, этот монах жил праведно. Если тело не до конца истлело, значит, этот монах нуждается в сугубых молитвах. После того, как кости омоют, их кладут в костницу. Черепа отдельно, кости отдельно. Когда приходишь в такие места, невольно задумываешься о смысле и жизни, и смерти. Ведь что такое смерть в обычном человеческом понимании? Это какое-то страшное и удручающее событие, о котором надо стараться не думать, не говорить. А для монаха, наоборот, вся жизнь является подготовкой к смерти. Ведь смерти страшится только тот человек, который боится возмездия за свои грехи. А если человек всю жизнь прожил в молитве, в послушании Богу и Церкви, то ему бояться нечего. Он ждет смерти, потому что он знает, что за порогом смерти его ждет сам Христос. Братство на Афоне интернациональное, и многие монахи благодаря этому неплохо говорят сразу на нескольких языках. Один из долгожителей Святой горы, схимонах Никодим, когда-то выучил русский язык как раз по такой афонской системе, ежедневно общаясь с русским монахом. Мой старец, который постриг меня в монахи, отец Афанасий, он был русский. Он был генерал русской армии в царской России. Отец Никодим на Святую гору попал еще ребенком в 40-е годы. Тогда в Греции бушевала гражданская война, и многие миряне хотели укрыться на Афоне. Однако и сюда вскоре добрались вооруженные отряды. Они считали, что монахи прячут на Афоне царское золото. Я видел много партизан. Они здесь искали деньги. Царское золото так и не нашли, но многие афонские монастыри тогда были разграблены. Отец Никодим и сам много лет жил на Афоне в полной нищете.
Херувимскую песнь тоже когда-то разучивали вместе со старцем Афанасием. После его кончины уже много лет по-русски поговорить не с кем. Но о России отцу Никодиму всегда напоминает икона царской семьи. Он хранит ее в своей келье, где живет уже 55 лет. Сама эта келья – настоящий музей. В конце XVIII – начале XIX века она принадлежала тезке схимонаха, преподобному Никодиму Святогорцу. Именно святой Никодим подготовил первое издание рукописи «Добротолюбия», обнаруженной в Вотопецком монастыре. Преподобный редактировал труды Симеона Нового Богослова, написал собственные произведения, пополнившие богатейшую библиотеку Святой горы. На Афоне собрано огромное количество рукописей, причем многие до сих пор неизвестны науке. Самые древние книги датируются IX веком. Вот у меня в руках рукописное Евангелие XI века. Здесь лист из рукописи, который содержит покаянный канон преподобного Иосифа Песнописца. Вот это редкое первое издание «Добротолюбия» на греческом языке. А здесь «Добротолюбие» на славянском языке, изданное святым Паисием Величковским. Все эти рукописи и издания представляют собой драгоценное сокровище, не только в том смысле, что это просто очень дорогие рукописи и издания, а в том, что каждая из них содержит сокровищницы премудрости. И для монахов эти книги не просто являются музейными экспонатами, они читают эти книги, и они стараются жить по этим книгам. И, между прочим, одного из афонских святых, преподобного Силуана Афонского, как-то спросили, что бы произошло, если бы книги святых отцов были бы утрачены. И он ответил, монахи написали бы новые. Отец Макарий – библиотекарь монастыря Симона Петра. Он француз, закончил Сорбонну и 30 лет назад приехал на Святую Гору. Отец Макарий занимается литургическим богословием и ежедневно по несколько часов проводит за книгами. Позвольте мне задать вам личный вопрос. Вы родились в православной семье? Нет, нет. Я был католиком. А почему вы приняли православие? Потому что я принадлежу поколению, которое все время что-то искало. И мои собственные искания смысла бытия привели меня к серьезному изучению христианского наследия. Я открыл для себя отцов церкви. Я открыл, что отцы церкви совсем не устарели. Я нашел живой опыт православия. И я решил съездить на Афон в паломничество, потому что на Афоне этот опыт может быть наиболее живой. Приехал и решил остаться. И решение не было абстрактным. На Афоне я нашел монастырь Симона Петра, а в нем я встретил человека, который стал моим духовником. Вот так встретил и остался. Языковой барьер быстро стирается на монастырской кухне. Монахи сами отличные кулинары и гостей учат вкусно, а главное быстро готовить. Для монастырской трапезы готовят блюда из овощей, круп, бобовых. В изобилии, конечно, местное оливковое масло. Афонское меню вполне обильное и здоровое. Это часть особого образа жизни, который складывался на протяжении веков. Мясо монахи не едят, а рыбу, сыр и яйца в основном по праздникам. День преподобного Афанасия Афонского как раз тот самый случай. В Великой Лавре это престольный праздник. В этот день
совершается самое длинное на Афоне всеночное бдение. Оно начинается в 5 часов вечера, продолжается всю ночь и заканчивается литургией в 10 часов утра. Приготовления к трапезе начинают еще до рассвета, чтобы утром все монахи могли причаститься на литургии, а потом отправиться на трапезу. Пожалуй, только в день святого покровителя Лавры здесь можно увидеть настоящий торт из цукатов и мелко нарезанных сушеных фруктов. Самое привычное лакомство на Афоне – мед. Он тоже собственного производства. Обычно афонская пасека – это всего несколько ульев, но урожай, как правило, хороший. Трапеза становится продолжением богослужения, килейная молитва – продолжением трапезы. И не случайно во время обеда читаются жития православных святых и творения святых отцов. Делается это для того, чтобы монашествующие не только питались телесно, но и духовно насыщались премудростью Божией. После гостеприимной обители Симона Петра мы продолжили наше путешествие по Афону и добрались до русского скита апостола Андрея. Надо сказать, что вообще на Афоне есть такие скиты, которые по размеру не уступают монастырям. Но по уставу Афонской горы здесь не может быть более 20 монастырей, которые сложились в течение истории. Поэтому любой новый монастырь, который строится, он получает название скита. Андреевский скит был передан русским инокам в XIX веке. Здешний кафедральный собор стал самым большим храмом Святой горы. В этом скиту располагается и единственное на полуострове учебное заведение, так называемая Афониада или Церковная академия. По сути, это гимназия для мальчиков. Срок обучения в ней составляет 4 года. Еще один монастырь русского присутствия на Афоне – Старый Русик. На протяжении многих веков в этом монастыре жили русские иноки, которых становилось все больше и больше, так что в конце концов им пришлось спуститься к морю и основать новый, более величественный Пантелеимонов монастырь. А это место тогда и стало называться Старый Русик, в память о том, что это было одно из первых мест русского присутствия на Афоне. Многие паломники из России, приезжая на Святую Гору, останавливаются именно в Пантелеимоновом монастыре. Когда-то здесь проживало несколько тысяч монахов из России. Их число стало сокращаться после Имяславских споров 1913 года. Монахи начали спорить о том, что такое имя Божие. Одни говорили, что имя Божие и имя Иисус – это просто одно из обычных имен, которое обозначает Бога и обозначает Иисуса Христа. Другие монахи говорили, что в имени Иисус присутствует всей своей силой и благодатью сам Господь Иисус Христос. На этой почве разгорелись споры, которые привели к столкновениям и даже к дракам. Святейший Синод Российской Православной Церкви осудил имяславцев, то есть тех, которые утверждали, что имя Божие есть сам Бог, и они были изгнаны с Афона. На Афон прибыли 2 военных корабля. Монахов загоняли на палубу при помощи водометных труб. А потом уже в России они были расстрижены и разосланы по местам своей прописки. В общей сложности с Афона тогда было изгнано около 1000 монахов. После этих трагических событий число русских иноков на Святой горе стало резко уменьшаться. После революции 1917 года поток монашествующих вообще прекратился, как и помощь Афону. Пантелеимонов монастырь пребывал в запустении.
но за каждой литургией здесь неизменно звучало молитвенное прошение за Россию. Все афонские монахи, которые из России, они все молятся за Россию, молятся за своих родных, молятся за своих друзей, за процветание России. В Свято-Пантелеимоновом монастыре сегодня проживает около 50 монахов. И еще примерно столько же русских иноков приняли постриг в других монастырях Афона и в кельях, разбросанных по всему полуострову. Потому что здесь время и день протекает совсем не так, как в миру. Потому что здесь, можно сказать, и многие это отмечают, из паломников, время как бы останавливается. Потому что время только по богослужению, по суточному кругу обители измеряется. То есть утренней литургией, трапезой, послушанием, молитвой. И это время приобретает для нас особый характер, благодатный характер, который вот, как бы изменяет наше внутреннее самосознание, внутреннее ощущение бытия. В последний день нашего пребывания на Афоне мы посетили монастырь святого великомученика Пантелеимона и затем посетили Протат. А сейчас мы на грузовике едем с Афона, потому что сегодня шторм, очень плохая погода. То есть погода на самом деле хорошая, но сильный ветер. И поэтому невозможно выбраться с Афона, кроме как на грузовике. Погода на Афонском полуострове очень переменчивая. Навигация часто прекращается из-за очередного шторма. В такие дни передвигаться можно только по суше, по узким дорогам через горные перевалы. До недавнего времени основным транспортным средством был ослик, или в лучшем случае лошадь, и поездка могла растянуться на целый день. Афонские монахи и сегодня пользуются этим видом транспорта. Но нам, можно сказать, повезло. Представилась возможность добраться до границы Православной монашеской республики на автомобиле. Обратный путь занял всего 3 часа. Сухопутная граница Афона представляет собой каменную стену и колючую проволоку. Мы только что пересекли эту границу. Наше путешествие на Афон закончилось. Мы уезжаем с Афона уставшие от долгих служб, от ночных бдений, от непривычного распорядка дня, от непривычной диеты. Уставшие, но духовно наполненные. И уезжаем с надеждой возвращаться сюда вновь и вновь.